Все для фронта, все для победы. Телемарафон на ТНВ еще больше сплотил большую страну и нашу республику. Купальный сезон открыт, но готовы ли к нему пляжи Казани? Почему отдых на воде у нас трудно назвать комфортным и безопасным? Очередной триумф КамАЗ-Мастер. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Чувствуется общее сплочение, единение народа. Ваша работа, уважаемые журналисты, вносит и внесет свою лепту в нашу общую победу. Одна на всех. Телемарафон победы на ТНВ. Как это было? Я долго ждал, целый год, когда сюда поеду, и вот я приехал, впечатления просто неимоверные. Ребята молодцы, очень позитивные, жизнерадостные, у всех получилось. Шефская помощь. Как отдохнули дети из Лисичанско-Рубежного в татарстанском лагере. Мы привезли этот результат для всех заводчан, для всего Татарстана и России. Когда папа выигрывает, я рад. Когда я выигрываю, папа рад. Синяя армада в действии. Очередной триумф КамАЗ-Мастер. Телемарафон на ТНВ «Вступай в армию победы» стал важнейшим общественно значимым событием не только республиканского масштаба. Сегодня об этом можно говорить со всей уверенностью. Во-первых, уже есть отклики и мощная обратная связь от наших зрителей. И самое поразительное, она стала поступать, эта обратная связь, буквально в первые часы выхода в эфир телемарафона. Второе, что, на мой взгляд, еще более показательно, раздражительная, я бы даже сказал, истеричная реакция на него наших недругов, так называемых оппозиционных СМИ, различных псевдоблогеров и прочих иноагентов. Тут невольно хочется перефразировать цитату секретарши Верочки из культового фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Значит, хороший телемарафон надо продолжать. Еще одна особенность этого эфира – не только его продолжительность с 8 утра до 8 вечера и задействованные ресурсы и силы специалисты, которыми, объективности ради, в республике в таком объеме обладает только медиахолдинг ТНВ, но и широкая палитра представленных тем, гостей, различных локаций, и все это в режиме нон-стоп. В большой студии телеканала «Новый век» и Болгар-радиуса побывали не только доблестные бойцы нашей армии Победы, но и те, кто помогает им в тылу. Главы муниципальных районов и мэры городов Татарстана, руководители правительства, министры, общественные активисты, звезды татарской эстрады, волонтеры. Зрители нашего канала смогли увидеть огромное количество специальных репортажей и фильмов, снятых на передовой на Донбассе. Для них прозвучала полезная информация, как вступить в армию Победы, какие меры поддержки оказываются нашим воинам. О том, как это было, в нашем репортаже. Пиши контакт в Татарстане. Напомним, вы смотрите телевизионный марафон. Это было поистине грандиозное событие и мероприятие по всем меркам. С точки зрения телевидения, еще одна новая высокая планка, взятая командой холдинга ТНВ, в которой входит и телекомпания «Новый век», и Болгар-радиуса. 12 часов сложнейшего прямого эфира, десятки гостей, несколько пар ведущих, множество задействованных локаций, концертные номера, и все это в режиме нон-стоп. Сейчас уже можно не говорить, что ТНВ снова угадал с ведущими, как талантливый кинорежиссер угадывает с актерами на главной роли в своем фильме-бестселлере. Наши Иван и Светлана, и Дели Луиза, тут я не боюсь перехвалить, уже стали настоящими профессионалами. В этот раз своеобразной фишкой прямого эфира стало приглашение на роль соведущего героя России Расима Баксикова. Легендарный танкист открывал и красиво завершал эфир телемарафона. Все прошло без задоринки, так скажем, даже если учесть, что я был в роли телеведущего. Хотя это неожиданный такой поворот, я бы сказал. Ведущий герой России, согласитесь, это находка. И таких телевизионных удач в этот день было множество. Своими историями поделились те, кто помогает бойцам здесь, дома. У Фариды Вафиной из деревни Чутаева Балтасинского района зять в зоне СВО. Вместе с другими односельчанами делают сухие супы, отправили уже более 20 тысяч порций. Это получается у вас Рыжик и вот боец, да? Рыжик и боец. Свои неожиданные посылки отправляет на Донбасс и Владимир Малыгин из Нурлата. Он также поведал свою историю телезрителям. Однажды наши воины посетовали на мышей, и Владимир Малыгин вспомнил, как в Великую Отечественную кошки спасли Эрмитаж и решил подготовить фронтовых котов. Ну, я сделал клетку, у меня кошка, слава богу, как раз приволокла 5 штук котят. Мы их подрастили, в общем, подкормили.
А с Еленой Алексеевной держали в клетке, приучали, на горшок они там научились ходить, то есть все вот это. И отправили ребят. Истории, которые не могут оставить равнодушными никого, ни ведущих, ни тех, кто находится за кулисами студии. Молодец. Красиво сказал. Ни телезрителей. Про героических медиков на передовой, работающих здесь, в военном госпитале при РКБ в Казани. Мы в течение года находились в информационном вакууме. О нас просто никто ничего не знал, что при РКБ есть такой госпиталь, что есть коллектив, который работает на специальную военную операцию, восстанавливает наших ребят, возвращает в строй. Знакомимся и с героями специальной военной операции, и с волонтерами, и, конечно, с людьми, которые приходят и помогают нашим И не бойцам. только с людьми, но и с котами. В том числе, вот, да, кстати. я что хотела сказать об особенностях этого эфира. То есть, несмотря на такую серьезную тему достаточно, да, он проходит не вот в такой навязчивой форме, может быть, да, а вот именно с какой-то душевностью, с человечностью. Телевизионщики, да и киношники знают, высшим пилотажем считается, когда удается поддерживать интерес зрителя к фильму, телепередаче на протяжении долгого времени. Часа, полутора, двух. А если эфир длится 12 часов? Все секреты успеха режиссерской группы и вся команда ТНВ не раскрывают, но один из важных факторов – большое количество тем, гостей, часто разных по темпераменту, локаций, включений. Песни, концертные выступления в прямом эфире. Благо поддержали телемарафон и многие звезды татарской эстрады. И бьется сильнее в груди наша вечная память. Тут зритель вместе с ведущими воспрянет под духоподъемную и одновременно пронзительную песню «Шаманов встанем» в исполнении Ранеля Сафина. Такие передачи очень нужны. Очень нужны. Встреча живьем с героями России. Ведь ни я, ни Ранель никогда не видели героя России. Мы еще послужим Родине России. Здесь даже пустят скупую мужскую слезу, слушая душевную звездочку в стакане от Элвина Грея. На самом деле никто никого не заставляет. Все патриоты своей Родины, и все идут на передовую от души. Почему я так говорю? Потому что я сам видел, ездил не раз и общался с ребятами. А сами наши доблестные воины стали в этот день главными героями телемарафона. Большинство из них умело скрывали эмоции или совсем не волновались перед эфиром, но зрители их слова и истории по-хорошему зацепили. А когда рассказы бойцов сопровождаются их собственными песнями... Добробат, так называется этот уникальный коллектив ветеранов СВО. Все трое бойцов вернулись домой по окончании контракта в мае прошлого года. И теперь поют о том, что видели, что прочувствовали, выстрадали. В первую очередь вообще мы хотим для своих пацанов исполнять свои песни. То есть, они такие у нас песни заряженные, получается, именно о нас. И поем мы именно о том, что мы знаем. Очень важная часть телемарафона – рассказ о том, как вступить в армию Победы. Собственно, он так и называется. В студии представитель пункта отбора. Он рассказывает, после очередного увеличения выплат в республике до 1,5 миллиона рублей, желающих заключить контракт стало больше. Как это работает на практике, зрители телемарафона узнали из первых уст. Документы мне оформили в течение дня, наверное. Сразу же медосмотр мне помогли пройти, чтобы без очереди все было. Все самое нужное, в общем, мне обеспечили. Наша победа на передовой зависит от того, насколько едиными и сплоченными будем мы все, в том числе находясь в тылу. Эта мысль рефреном, красной нитью прошла через весь телемарафон. В студии главы районов, мэры городов. Каждый делится своими историями поддержки наших бойцов. Менделеевский изготавливает больше 20 видов продукции. Это тоже полуфабрикаты. Это еда, голубцы. Да, голубцы даже, как космонавты. И лозунг «Все для фронта, все для победы» сейчас актуален как никогда. Мы рады любой помощи. Не обязательно там иметь большие деньги, финансы, чтобы помогать фронту. Можно просто прийти, одну упаковку памперсов оставить, это уже будет огромный вклад. Если каждый будет этим заниматься, тогда будет намного больше вот этих возможностей и для новых территорий, и для ребят. Мы должны ценить то, что у нас сегодня есть. Яркое солнце, голубое небо. Жить, работать, трудиться с тем, чтобы не забывать ежеминутно о тех наших воинах, которые с оружием в руках сегодня защищают интересы нашего государства. Ваша работа, уважаемые журналисты, она
вносит и внесет свою лепту в нашу общую победу. Страна должна быть единая. Это телемарафон, если я вот даже рекомендовал, говорю, хотя бы подобие этого должно быть передачи хотя бы в месяц один раз, вот в таком стандарте, в таком формате, я так бы сказал, это было бы здорово. На общую задачу и нашу победу в этот день работала вся большая команда ТНВ. От гримеров до генерального директора, от видеооператоров до инженеров. 12 часов напряженного эфира, и никто даже на секунду не дрогнул. На телевидении не принято подробно показывать кулисы и телевизионную кухню. Все должно быть гладко, красиво, идеально, как это было в эфире. Мы же изменим традиции и на мгновение покажем, как в прямом эфире стало буквально нехорошо одному из ведущих телемарафона, но зритель этого даже не заметил. Как героически на ногах работали операторы, звукорежиссеры, технические службы, преодолевая усталость, жару. Вот в эти моменты действительно чувствуется общее сплочение, единение народа, всех, кто хочет внести свою лепту в нашу победу. Вот в эти моменты щемило сердце. Работа слажена, и режиссерская группа, и руководство, и административная часть, и ведущие. И операторы, гримеры, все. Гримеры, все, они, как все татарстанцы, сплотились. Чтобы люди почувствовали, что они не одиноки, чтобы наши воины почувствовали, что у них есть надежный тыл, что их ждут и верят, что они выполнят свою задачу до конца. И очень важно, чтобы люди почувствовали вот это вот единство духа, цели и смысла. Тогда у нас все получится. Марафон подводит свои итоги. Итоги, на мой взгляд, очень красивые. Мы видели в эфире, в студии ярких, замечательных людей, настоящих патриотов. Как тех, кто сегодня выполняет воинский долг, так и тех, кто здесь, в республике, ждет, делает все, чтобы победа приближалась как можно быстрее. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Булат Абдульманов. 7 дней. Здесь глаза его синие. Сейчас, когда наша армия там на передовой методично, целенаправленно приближает нашу победу, очень важно, чтобы чувство сопричастности охватывало большую страну, всех ее граждан. Это важно и для наших, скажем так, противников на Западе, которые все еще рассчитывают внести разлад и раздрай внутри России. Большинство из них, я сейчас не про Украину, а именно про коллективный Запад, люди умные и понимают, военной победы на поле боя им не добиться ни при каких условиях. Поэтому основная ставка на такой сценарий, на разжигании розни и смуты. И мы в этой ситуации должны стать еще более сплоченными и собранными, не только на словах, но и в поступках. И второе, очень важно для самих наших бойцов видеть и знать, что вся Россия, весь Татарстан с ними, что мы здесь готовы усердно работать, чем-то жертвовать ради победы, помогать фронту. В первые месяцы и даже год после начала проведения специальной военной операции такого понимания здесь, в тылу, не хватало. Говорили сами бойцы, моим коллегам, военным корреспондентам Зуфару Давлетшину и Ленару Валиулову. Сейчас много изменилось в лучшую сторону. Мы регулярно и довольно подробно рассказываем, как наши татарстанцы воюют там, на передовой, что хотят донести до нас с вами. Вот и сейчас время такого репортажа. Дербент, Титан, Гроза, Зверобой, Сармат, Спартак, Монгол, Судья, Каспер, Декан. Военнослужащие на специальной военной операции обращаются друг к другу чаще всего именно по позывным. Это и проще, и быстрее, не нужно гадать, когда по рации вызывают Алексея или Айдара, Иванова или Хабибулина, которых в одном подразделении может быть несколько. Это и безопаснее, если рация прослушивается теми, кто не должен знать настоящие имена и фамилии российских военнослужащих. Часто общаясь с земляками на территории проведения специальной военной операции, наши корреспонденты узнавали и необычные, непривычные позывные. Депутаты, рыбаки, мастера, солдаты, грозы, хафизы, назипы могут встречаться часто. А вот услышать такие позывные, как Аю, Гомер, Каспер, Декан, Уокер, Сармат, можно в редких случаях. Нам стало интересно, как появляются эти позывные, кто их придумывает, и об этом рассказали нам сами бойцы. Чулман, крыло, южнее нас, примерно поле, как прием. Есть разрыв. Если позывной «крыло» или «орнитолог», скорее всего, связан с беспилотными летательными аппаратами. Эта профессия здесь уже давно совместила в себе навыки авиаторов, артиллеристов, видеооператоров. А позывной «Чулман», звучавший в этом видео, от татарского названия реки Кама.
частый пример, когда позывной напоминает о месте, где вырос. Я вообще с деревни Тураева. Да, из-за этого под Менделеевском есть деревня Тураева. И хотелось бы поблагодарить всех волонтеров, во-первых. Я встречался с волонтером Менделеевска, Елабуги, вот с ними встречался. Это не только наш бой, это общий бой. Вот жены, они тоже ведут свой бой. Нас нету, они тоже все это, хозяйство, это дети, это все у них тоже. Надо, чтобы народ просто поднялся, ну, понял, что это надо заканчивать. Не мы начали, но нам надо это закончить. Позывной Сармаш, ну, это родовая деревня в Заинском районе, откуда мы бабаи, прадеды, прабабушки. В соответствии с ним и назвал себя так, чтобы понимать, что ты защищаешь, откуда ты приехал, твои корни, предки, родная земля. Мы здесь находимся, чтобы к нам это зло не пришло, чтобы наши дети, родные не видели, что здесь происходит. Ну и, надеюсь, они не прочувствуют, что прочувствуют мои бойцы, солдаты. Я им говорю, ну вот, говорю, ты живешь где-то в деревне своей, у тебя течет маленькая речка. Никто больше так не назовется. Назовись вот именем этой речки. Вот, например, позывной Тойма. Человек, например, был большой, ну, правда, такой габаритный, под 150 килограмм. Я говорю, ну ты будешь горой однозначно. И все, за ним тоже этот позывной так закрепился. Военнослужащий, назвавший себя Нисса из командующего состава, часто сам придумывает позывные подчиненным, а свое второе военное имя связал с природой. Я этот позывной 30 лет уже ношу, еще с первой чеченской, и, честно говоря, уже даже не помню историю его возникновения. Вот. Но на самом деле есть такая речка. Маленькая, неприметная, вот, поэтому и позывной мой уникальный. Я уже потом сам придумал расшифровку. Начальник инженерных службы Советской армии, вот так вот. Но это была шутка, естественно. Юмор, кстати, несмотря на обстановку, здесь в почете. В позывных он тоже отражается. Необычно, запоминается и настроение поднимает. Ребята посмеивались. Вот, говорит, доцент, глаза моргало выколи с фильма. Ну и еще у меня есть качество постоянно читать книги, учиться, вот, идти к стремлению к науке. Ну, наверное, на этом я остался. Записывают мой серийный номер. Ну, жетон, личный номер. Там. И в конце 007. Ты будешь Бондом. Я говорю, почему? Ну вот же у тебя последние цифры, говорит, 7. Ну все, и так начали называть Бонд, кто Джеймс Бонд. На гражданке был как бы везде в движении. Мало где так сидел просто на месте. Ну вот, назвали, как и пошло. Есть команда, надо выполнить. Ну, другого ничего нет в голове. Надо выполнить задачу обязательно, как бы это ни было. Не бояться. Главное, не бояться. Многие боятся. Видел тоже людей, кто боится. Надо как-то поддерживать, говорить там, чтобы давай, ты можешь. Ну и вот так вот постепенно человек приходит в себя. Производные от фамилий или имен часто встречаются Марс, Бек, Хан, Назиб, Сармат или Аю, сокращенно от Андрей Юрьевич. Принадлежность к профессии или хобби тоже нередко обозначена в позывных. Рыбак, солдат, таксист, депутат, прораб, бокс. 15 лет своей жизни отдал футбольной команде «Рубин», которая у нас в Республике Татарстан красуется. И вот, и как бы был ярым болельщиком. И как бы вот из-за клуба взял такое название, себе позывной, такое имя, Рубин. С национальностью, внешностью, возрастом и ростом связывают позывные. Седой или большой, татарин и башкир, гроза или малой. Никто не обижается, все позывные придумываются самостоятельно или принимаются добровольно. Самый младший здесь, из ЗОДа, самый молодой. Вот 23 исполнилось в том году, в сентябре, 7 сентября. Отношение уже другое все равно. Чувствуешь даже себя по-другому, поувереннее. Позывной появился в Мулино, когда проходили учебку на БМП. Я на мехвода обучался. Вот. Ну, кто-то сказал один, эй, ты зеленый. Второй сказал молодой. Так, и третий, о, ростком будешь. Вот так и появился. Мы снимали эти интервью в разное время, в разных местах, в разных подразделениях, сформированных изначально из татарстанцев. Теперь здесь служат представители разных регионов, разных национальностей. Сказали выбрать позывной. Я вроде выбрал по городу, где родился. Сказали, нет, нельзя. Можно, говорит, концы света. Ну, если мы идем, говорю, на запад, давай буду востоком. Так и остался востоком. Я сам по жизни патриот. И всегда в семье тоже, всегда за родину.
Ну, как воспитали родители. Позывной «Немец», потому что папа закончил Казанское танковое, служил в Германии, где я родился. Придумали те ребята, с кем я общался, когда приезжали в отпуск. Я всем говорил, я Вася из Берлина, вот они меня немцем называли. А родители живут в Крыму. Поэтому для меня вот эта вот специальная военная операция, и Родина сказала, надо страну защищать, и в первую очередь родители, которые в Крыму. Вот за них, за семью, за Родину воюем. Взаимопомощь и вера в правильность того, что делаешь. Без этого никак. В разговорах между собой бывает, называют друг друга по имени. Настанет время, начнут обращаться только по имени и вспоминать позывные во время нечастых встреч на гражданке после победы. Ну, мне позывной дали парни, когда мы приехали сюда. Ну, постоянно там от помощи пацанам не отказывался. И так все по брат, и так и закрепилось. Ну, наверное, воспитание такое. У меня прадед всю войну прошел. Даже он рассказывал, что это еще нам наукнется, то, что вот они бандеровцев здесь до конца не зачистили. И как видим, наши деды были правы с этим. Ну, пришлось теперь правнукам также бороться с нацизмом. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов. 7 дней из зоны специальной военной операции. Продолжаем программу «7 дней». Кому сейчас также нужна и наша поддержка, и наше деятельное участие, так это подшефным регионам Татарстана на Донбассе. Есть много направлений того, как и чем мы можем помочь, и мы регулярно об этом рассказываем, в том числе и о том, как Татарстан помогает заново восстанавливать разрушенную инфраструктуру в Лисичанске и Рубежном. Есть и другие формы поддержки. 95 детей из Луганской Народной Республики приехали на отдых в Татарстан на профильную смену «Вместе целая страна». Ребята посещают занятия по IT-сфере, педагогике, филологии и истории, много времени проводят на свежем воздухе, ездят на экскурсии. Дети из подшефных городов Татарстана, из Лисичанска и Рубежного, частые гости в нашей республике. Дети приезжают и на зимние, и на летние каникулы. Многие уже успели побывать и на Черноморском побережье Крыма, где в 2022 году открылся новый молодежный центр «Салет Акбарс». В этот раз ребята из ЛНР отдыхают в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института КФУ. О том, какие впечатления у детей от отдыха, в материале Алины Сулеймановой и Даниора Кенджаева. Здесь у нас плавают утки, здесь андатры. Несколько раз видели. В сосновом лесу на берегу озера в Татарстане проводят свои летние каникулы дети из Луганской Народной Республики. Воздух, вожатые, хорошие. Вожатые вообще самые лучшие. Диджей классный. Самый популярный трек на дискотеке какой? Ну, разные играют. Оно чередуется каждый раз новое. Нам нравится вставать Донбасс, но нам это не включается. Да. Вставай, Донбасс! Россия, мать с тобой! Вставай, Донбасс! Песня, о которой говорят луганские подростки, очень популярна в их среде. Эти 15-летние мальчишки и девчонки историю своей страны изучали даже не за школьной партой, а на личном жизненном опыте. Это не передать словами. Какие-то вот ощущения испытываешь, когда дети вот так вот, они прям поют гимн России, они прям воодушевленно, понимаете, это не просто какая-то формальность отдать дань, да, что вот это исполнить, они это от души делают. То есть мы весь гимн пропели, весь. Ребята, которые приехали на университетскую смену в спортивно-оздоровительный лагерь Елабужского института КФУ из Луганска. Но есть и те, кто переехал вместе с родителями в столицу ЛНР из Рубежного. Их дома оказались разрушенными ракетными обстрелами ВСУ. Подшефные города нашей республики, которые сегодня восстанавливаются силами татарстанских специалистов, для этих ребят особенные, родные. И к людям, которые помогают возвращать Лисичанск и Рубежное к мирной жизни, у этих подростков отношение тоже особое. Это люди с большим сердцем, с большими намерениями, они хорошие, я уверен. Конечно, из-за войны города вот уже разрушены, но скоро все будет как раньше, так же прекрасно благодаря этим людям. Сегодня этот отдых в спортивно-оздоровительном лагере Татарстана возвращает ребятам украденную Украиной частичку детства. Когда был возраст, когда мы могли ездить в лагеря, была не очень хорошая ситуация, и для нас сейчас больше Россия открыла возможности. В
Впервые эти мальчишки и девчонки в летнем оздоровительном лагере. Впечатление просто неимоверное. Я долго ждал, целый год, когда сюда поеду. И вот я приехал в замечательный город Елабуга. Город очень красивый, много всякого интересного тут есть. Лагерь тоже очень прикольный, кормят очень вкусно, очень всякие там квесты, дискотеки, спортивные мероприятия. Все очень круто. Я доволен, что я сюда поехал. Вот, нашел себе много новых друзей, и вот я жду, что дальше будет еще круче. Многие из ребят, когда ехали на отдых, даже не понимали, как в лагерях все устроено. Это моя первая поездка, в принципе, но я думаю, это не последняя. Я еще хочу. Отряды, вечерние посиделки у костра, игры на командообразование. Наш поехал первый. И лучшие на свете вожатые. В нашем детстве мазали друг друга пастой в лагерях. У вас здесь это такое есть? Пока нет. Это будет королевская ночь, если может быть когда-нибудь. Наставники и вожатые, которые работают с ребятами из Луганска, тоже открывают для себя жизнь по-новому. Однажды проводили тренинг на сближение их, так как, все-таки отряд, они многие не знакомы друг с другом, дети, они должны стать единым целым. И после этого у нас он часа 2-3 проходил тренинги, они выполняли вместе разные задания. И после этого на свечке была совершенно другая атмосфера, такая теплая, уютная, и каждый уже мог поделиться с другим человеком чем-то таким сокровенным. И этот опыт, который и дети, и взрослые передают друг другу, бесценен. Отряды сейчас, действительно, они молодые, не зрелые, но они уже образовались в коллективы. Они хотят понять, как это работает, как это в лагере быть, как это в отряде быть. Есть такие моменты, которые, например, человек не может раскрыться, не хочет на сцену выходить, а мы видим, что талант, помогаем раскрыться. И получается, вечерние рефлексивные свечки, они жаждут тепла, взаимодействия. И вот со взрослыми, конечно, это видно, что когда ты обращаешь внимание, они это очень ценят. Гости нашей республики много времени проводят на свежем воздухе, занимаются спортом, ездят на разные экскурсии. Посещают музеи и занятия по IT-сфере. Голован – это прозвище друга. Вашего друга. Сейчас мы делаем объемные фигуры, выстраиваем всякий текст, делаем объем ему. Занимаемся 3D-моделированием. Ну а вот вам нравится то, что вы делаете? Вы в этом понимаете? Я хочу спросить. Многие нет, многие да, но тем не менее это очень интересно. И я, например, ничего не знала, а сейчас все поняла. То есть это очень увлекательно. Все справились с заданием, то есть ребята схватывают на лету, все заинтересованы. И возможно, что в будущем они продолжат заниматься по этому направлению, по 3D-моделированию. Ребята молодцы, очень позитивные, жизнерадостные, усидчивые, у всех получилось. А чтобы получилось и получалось всегда, даже повару в оздоровительном лагере приходится применять смекалку. Суп не буду, я второй не дам вкусный. Ладно, тогда давайте. Кушай, а можно еще добавочку? Можно. Алина Сулейманова, Даниил Кинжаев, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Мы привезли этот результат для всех заводчан, для всего Татарстана и России. Когда папа выигрывает, я рад. Когда я выигрываю, папа рад. Синяя армада в действии. Очередной триумф КамАЗ-мастер. Татарстан намерен расширять сотрудничество с Турцией, тем самым способствовать укреплению межгосударственных отношений. Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Стамбул и в полпредстве республики встретился с деловыми кругами Турции. Эта страна – один из основных внешнеэкономических партнеров Татарстана и крупнейший инвестор. Рустам Минниханов в социальных сетях поднял тему участившихся аварий с детьми на дорогах. Он подчеркнул, ответственность за детей, находящихся за рулем квадроциклов и мотоциклов, полностью лежит на родителях. Квадроциклы, питбайки, скутеры – не детские игрушки. Они представляют угрозу для окружающих, написал Раис Республики. В этом году в Татарстане построят 8 новых школ. Они рассчитаны на 8,5 тысяч мест. Дополнительно к существующим школам откроют 3 новых корпуса. Об этом рассказал председатель Госсовета Татарстана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаммедшин на заседании Минпросвещения России. Оно прошло в формате онлайн-конференции.
Президент России Владимир Путин объявил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-12 «Восток» и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе. Напомним, в конце декабря прошлого года Владимир Путин запустил движение на трассе М-12. Теперь доехать из Казани до Москвы можно за 6,5 часов. На 80% выполнен в Татарстане план по вводу жилья. Построено 2,5 миллионов квадратных метров. Об этом глава Минстроя сообщил на совещании в Доме правительства с Алексеем Песошиным. Премьер поручил усилить темпы подготовки к отопительному сезону. Главам районов взять вопрос на контроль. Это программа «7 дней». Мы продолжаем. Купальный сезон открыт, погода подходящая для того, чтобы отдыхающие потянулись к воде. Какие-то побережья просто привели их в порядок, какие-то переоборудовали. На всю Казань доступны 5 мест. Локомотив на Волге в Ахитовском районе, Нижнее Заречье на Казанке в Кировском районе, пляжи озера Комсомольское в Дербышках, озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье в Кировском районе. Требования ко всем пляжам одинаковые. Должно быть чисто, песок нужно ежедневно просеивать, причем до прихода отдыхающих, так же, как и вывозить мусор. Урны, скамейки, кабинки для переодевания, санузлы, питьевая вода – все это должно быть на любом пляже, но не всегда бывает. Горожане нередко отдают предпочтение диким пляжам, заходят в воду там, где нельзя, подчас нетрезвыми. Как это часто бывает, резко возросло количество происшествий на воде. Желая во что бы то ни стало искупаться, некоторые пренебрегают элементарными правилами безопасности. В МЧС такие случаи регистрируют десятками. А еще нарушения с частными лодками и пассажирскими перевозками. Кто отвечает за безопасность на воде? Что грозит нарушителям и можно ли привлечь к ответственности тех, кто подвергает риску самих себя? Диляра Юсупова со всеми подробностями. Стандартный набор пляжного отдыха. Это головной убор, солнечные очки и обычно, конечно, берут что-нибудь освежиться. В такую 30-градусную жару пляжи Казани обычно переполнены, но не сегодня. Сегодня будний день и народу не так много. Это несмотря на то, что это всем известный официальный пляж «Локомотив». Но несмотря на это, здесь висит черный флаг. Это значит, что купаться здесь сейчас запрещено. Только это мало кого пугает. Купаются, да еще как. Впрочем, запретить кому-то что-то в данном случае невозможно. Пляж работает, а флаг – явление временное, объясняют спасатели. В этот же день он сменился на желтый. Водичку берут на бутылочку и набирают пробу. Как только официально скажут, что вода безопасная, чистая, без всяких бактерий, то тогда нам сообщат, мы перевесим на желтый флаг. А пока как бы получается... Пока нам еще не сообщили. Не прошли проверку? Да, похоже, не прошли. Хотя вроде информация какая-то говорят, что прошли, но нам официально никто еще не сообщил об этом. Обычно нам сообщают. Но люди все равно купаются. Ну, людям разве запретишь? Для тех, кто настроен на отдых, плохая экология не помеха. Вот только цена такого купания может быть слишком большой. Все, что остается администрации, это делать свою работу. Спасатели следят за порядком. За буйки не заплывать, нетрезвым вход воспрещен. И, конечно, дети без присмотра родителей под строгим наблюдением. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не оставляйте детей без присмотра. Не заплывайте далеко. Пусть ваш отдых будет безопасным. Санкционированный пляж, впрочем, еще не гарантия порядка. Мусор, за который отвечает администрация города, лежит кучами. Качество воды под вопросом. Чтобы стать легальным, нужно пройти проверку, но скорее на благоустройство. Сама вода, что на том берегу, что на этом, примерно одинаковая. На показатели микробного загрязнения вода отбирается через каждые 10 дней, и ежемесячно пробы воды отбираются на содержание химических веществ, на содержание также паразитов и вирусов. По состоянию на 15 июля качество воды водоемов в местах рекреации не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. Это на пляжах в городе Набережные Челны, Мензелинск и также на пляже в Муслюмском муниципальном районе. Дикий пляж Казанки со стороны Сибгат-Хакима. Тут и рыбу ловят, и купаются. То ли пляж, то ли помойка. Рядом с отдыхающими горы мусора, в воде стекла. Но народная тропа сюда не зарастает, потому что далеко ходить не надо. Это почти центр.
Вы в курсе, что это неофициальный пляж? Не, было бы официально, было бы классно. Тут урны бы. А мы не пугаемся диких пляжей и далеко не заплываем сильно. Немножечко странно, что нету и кабинок переодеться, и спасатели отсутствуют. Но вот как туристам, вот мы приехали, ближайшее место, вот в пределе центра вроде, как я не ошибаюсь, вот все площади. Да, неплохое место. Если вот оборудовать, привести немножко в порядок, прекрасное место будет, чтобы вот искупаться. Конечно, когда мусор находится рядом, не очень приятно, но, будем честны, у нас и на морских пляжах не всегда идеальная чистота. Поэтому я думаю, что русские люди к этому просто привыкли, смирились. При этом силой вытащить нарушителей из воды спасатели не могут, делают только устные замечания. Когда поступает сигнал о помощи, работают, конечно, без разговоров. Экипаж спасателей выезжает по тревоге. У них есть всего 6 минут, чтобы добраться до утопающего, вытащить его из воды и начать реанимацию. Данный участок пляжа и песочной насыпи не является пляжем, поскольку на учете в ГИМС не состоит. Здесь не установлены границы заплыва, здесь не исследовано дно водолазами, то есть какие-то предметы могут быть посторонние в воде находиться, и люди по незнанию могут попасть, так сказать, в трудную ситуацию жизненно. МЧС с пляжами сделать ничего не могут. Туристы ездят толпами, не всегда знают, где освежиться, а еще с кем прокатиться по воде. Большинство перевозчиков нелегальны. Знакомых хватает, конечно. Господа пассажиры, а как зовут капитана? Капитана Артур зовут, да. А зачем капитан подсказывает? Нет, не знаю. Фамилию капитана вы знаете? А вы не знаете фамилии своих друзей, знакомых? Слушайте, а что за вопросы такие тут? Зачем? Я прямой вопрос задаю, хочу услышать него прямой ответ. Стандартная уловка. Пассажиры и капитан знакомые, что на самом деле совсем не так. Сотрудники ГИМС в сопровождении Ространснадзора ловят тех, кто ездит без лицензии и права на пассажирские перевозки. Доказать, впрочем, это почти невозможно. Вроде бы обычная картина. Катер едет с компанией любоваться просторами. Вот только на борту вместо 5 человек 6. Ребенок без спасательного жилета. Если пассажир или кто угодно видит номер, состоящий из 2 буквы, 4 цифры, РУС и номер региона, значит, данное судно не имеет лицензию на перевозку пассажиров, поскольку судно должно быть зарегистрировано в администрации бассейна. Большинство пассажиров и перевозчиков ссылаются на то, что все мы друзья, все мы родственники капитана. Использование судна в некоммерческих целях, в своих нуждах разрешено. К сожалению, сейчас у нас нет рычагов давления на пассажиров и капитанов судов. Погонять ветерком не удалось и этому судну. Только мужчина взял курс в речную даль, как его остановил патруль спасателей. Правила движения на воде такие же, как и на дороге. Садиться за штурвал без прав нельзя даже на 5 минут. В некоторых случаях судно изымается и помещается на специализированную стоянку до устранения причин задержания. Максимальное наказание – это за управление судном не зарегистрированном в установленном порядке. Судно задержится на специализированную стоянку, штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Протоколы составляются, штрафы выписываются. Правда, это мало кого останавливает. Не желая усложнять себе жизнь, некоторые бизнесмены создают так называемые пиратские зоны и работают порой с риском для здоровья людей, большинство из которых на это сами готовы. Запретить не получится, это не регламентировано законодательно, поэтому пока так. Небезопасные услуги для людей, которые сами не соблюдают правила безопасности. Диляра Юсупова, Булат Абдульманов, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. А теперь к более приятным и вдохновляющим темам. Победой команды КамАЗ-Мастер закончилась ралли «Шелковый путь» в дисциплине грузовиков. За 11 соревновательных дней экипажи Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Богдана Каримова, Сергея Куприянова и Андрея Каргинова преодолели 5243 километра. До Улан-Батора, столицы Монголии, первым в общем зачете доехал экипаж Дмитрия Сотникова. Второе место тоже за нашей командой, экипажем Эдуарда Николаева. Международное ралли «Шелковый путь» в этом году проводилось в 14-й раз и в 4 дисциплинах. Нашим экипажам противостояли команды из России, Белоруссии, Монголии, Китая и Туркменистана. Для Эдуарда Сотникова эта победа стала 5-й, а команда КамАЗ-Мастер вернула себе Кубок Победителя, который в прошлом году забрала команда из Минска, представляющая завод МАЗ. Ленар Валиулов продолжит.
Маршрут трансконтинентального ралли-марафона соединил 5 регионов России с регионами Западной и Центральной Монголии. Экипажи, представленные в 4 классах транспортных средств, стартовали из города Томск. Далее путь проходил по территории Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Затем граница и Монголия. Здесь в условиях жары и бездорожья, а именно такие участки преобладают в этом виде гонок, нашим спортсменам предстояло пройти 6 этапов из 11. Каменистая почва, редкие глубокие промоины, возможные мелкие броды, образующиеся из-за тающих в горах ледников, и просторы открытого плато. По словам гонщиков, зрелище завораживающее, но опасное. Возможны аварии, а что еще хуже, можно заблудиться. Навигация легко сбивается из-за неустойчивости связи со спутниками. Самый захватывающий этап – это прохождение северной части пустыни Гоби. Ну а финишировали экипажи в столице Монголии Улан-Баторе. В этот раз в классе грузовиков основная битва состоялась между челнинцами и минчанами. В прошлом году экипаж Сергея Вязовича на МАЗе не оставил шансов на победу нашим спортсменам. «Синей Армаде», именно так называют нашу команду «КамАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева, было принципиально возвращение звания победителей. В невероятной гоночной битве, где важна не только скорость, но и грамотное действие штурмана и механика, по результатам пройденных этапов высшую ступень пьедестала занял экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахмедзянова. С отставанием в 9 минут к финишу вторым приехал КамАЗ Эдуарда Николаева. Белорусы довольствовались бронзой. В аэропорту Бегишева оживленно. Родственники, друзья, коллеги и просто болельщики пришли встречать своих героев. Из Улан-Батора чартерным рейсом прибыла команда «Синей Армады». Сегодняшняя победа, она, наверное, особенно ценна для нас, потому что сегодня, в день рождения команды, всего 36 лет назад, состоялось это мероприятие, когда учредили команду. И вот 36 лет команда шла вперед к высотам. Наша любимая «Синяя Армада». Вот Сергей Анатольевич сказал, что КамАЗ, и он как генеральный директор гордится, что в городе Набережные Челны на КамАЗе есть такая команда. А мы, челнинцы, гордимся, что в нашем городе, в столице автомобильной промышленности Российской Федерации, в Челнах, есть такая челнинская, татарстанская и российская команда. Гонка была непростая, не было у нас в этот раз выходного. Был, наоборот, марафонский спецучасток, где мы были без нашего технического сопровождения. Тем не менее, гонка была насыщена, очень интересный был в этом году маршрут. В Монголии мы впервые вот с Дмитрием Сотниковым. И так получилось, что и результаты хорошие. Вся гонка была очень напряженная, и по времени было близко с соперником. Каждый день ситуация менялась, и борьба шла до первой ошибки, и важно было очень аккуратно, технично и быстро довозить до финиша. Поэтому до самого финиша шла борьба, поэтому вся гонка была в напряжении с самого начала до самого финиша. Поэтому здорово, что у нашего экипажа получилось это без ошибок, и мы привезли этот результат для всех заводчан, для всего Татарстана и России. Поэтому мы сегодня счастливы, и сегодня в день команды вдвойне праздник для нас. Дмитрия Сотникова пришла встречать супруга с сыном Данилой. Я очень рад этому, что папа, когда папа выигрывает, я рад, когда я выигрываю, папа рад, и все рады очень. Мама и сестра Андрея Каргинова, которая приехала специально из другого города, ждут своего героя с волнением. Скоро сил не останется на эти переживания, тем более, как в этот раз проходила гонка. Андрей был переворот, лег на правый бок. Вот. Поэтому 5 часов неведения, когда следишь за гонкой, и потом раз, 5 часов пропадает куда-то, непонятно. Остальные финишируют экипажи, смотришь, Андрея нет. Поэтому очень переживательно. Как оказалось, у наших парней даже есть свой фан-клуб. Мы, во-первых, провожали, мы приезжали в Томск, и команду сопровождали, когда они запускали ралли, началось. Вот. Ну и вообще мы за то, чтобы поддерживать своих, быть рядом, быть поддержкой, потому что поддержка – это мощная составляющая команды, да, она незаметная, но вот гордость переполняет, что наши первые – это супер. Я поздравляю, вообще КамАЗ-мастер рулит, вообще крутой, я поздравляю всю команду КамАЗ-мастера, они мощные, реально, крутые пацаны, вообще мощь.
Синяя армада в очередной раз доказала свое превосходство. Пока неизвестно, где пройдет следующая гонка. Но наши спортсмены уже готовятся. Мало победу завоевать, ее еще нужно и удержать. Ленар Валиулов, Булат Абдульманов, 7 дней. Сегодня утром тысячи паломников прошлись традиционным ежегодным крестным ходом по центральным улицам Казани. Сегодня 445 лет со дня обретения одной из главных святынь нашей страны – Казанской иконы Богоматери. Образа, который считается и символом русских побед, и хранителем семьи, который обрел славу чудотворного. Образ, явившийся как чудо, один из наиболее часто воспроизводимых, и сам хранит немало тайн. Татьяна Тимошенко о тайнах и чудесах из самого сердца торжеств. Ежегодно крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божьей Матери начинается от Благовещенского собора Казанского Кремля, практически повторяя маршрут июльского дня 1579 года, когда духовные и городские власти двинулись к месту чудесного обретения иконы по указанию девочки Матроны. Казань – это одно из очень самых почитаемых православных христианских мест. И это связано именно с почитанием иконы Божьей Матери Казанской, на месте здесь ее явления. И собор, который здесь восстановлен благодаря трудам руководства республики и добрых людей, которые к этому подключились, это такой видимый знак такой любви народа, всего народа нашего. Не только православных христиан, но и мусульманской уммы, и всех, кто здесь живет, что это знак почитания к Богородице. Так что это у нас Казань, вы знаете, это такой центр притяжения. Колокольный звон передвижной звонницы и церквей вокруг белых стен сплетается с песнопениями и молитвами верующих. У многих в руках домашние реликвии. На чехлах телефонов тоже можно заметить бумажные иконки. Находиться здесь в состоянии души. Все. То есть таких уж, естественно, это же как бы Богородица, молитва к ней, и все это очень все ценно, важно, и как бы это твоя жизнь, поэтому и здесь. Что для нас этот праздник, это, во-первых, у нас сегодня день рождения, 9 лет исполнилось. Вот. А так для нас это такой день объединения православных, когда мы должны все вместе собраться, пройти, показать, что мы вместе неравнодушны, вот. Ну и в целом исторически. А каждый год вы участвуете в крестном ходе? Стараемся каждый год, да, то есть даже я помню, когда дождь был, ходили. Если и не километры молитвы, а гораздо меньше вокруг Казанского Кремля, но всегда крестный ход – опыт духовной жизни. Путь паломника – часто испытание. Вот и на этот раз мягкое солнце сменилось проливным дождем. Но небо столь же неожиданно расчистилось, как только икона вернулась на место обретения. Мы находимся на месте, которое обозначено как место явления Казанской иконы Божией Матери. Сейчас мы находимся ровно под алтарем собора, а сам престол – это главное место любого храма, на котором совершается таинство, божественная литургия служится. Вот он находится ровно над самым этим местом. Одна из удивительных деталей. Если исторически в научном плане можно проследить путь появления знаменитых образов на Руси, то единственным источником Казанской иконы только записи очевидца событий на тот момент священника Ермолая, будущего митрополита Казанского и патриарха Московского всея Руси Гермогена, о явлении во сне девочки Матроне образа, об указании, где искать, о том, как ей не верили, о чудесах явленного образа в первый же день обретения. Подлинник записи сейчас хранится в Российской государственной библиотеке. История десятилетней Матроны отражена и в самих иконах. Сразу же после обретения стали появляться списки. Казанская икона узнаваемая, изображение всегда огрудное, руки – это главное отличие, спрятаны под одеждой. Взгляд Богородицы и Бога-младенца направлены на молящегося. Частный музей Казанской иконы по соседству с историческим местом. Вот там, за окнами второго этажа, располагалась живописная мастерская Богородицкого женского монастыря, где монахини и послушницы более 100 лет назад писали иконы в меру и подобие с явленной святыни. Особенности вот этого казанского письма по золоту до сих пор не удается возродить. Это устойчивое использование золота в качестве доминанта, это имитация лиссирующими
то есть прозрачными цветными лаками, вот на втором ряду вы видите, эффекта внутреннего свечения, когда золото просвечивает сквозь образ. То есть при свете лампады создается вот это вот незабываемое свечение образа. Это имитация драгоценных камней, как я уже говорил, пастозными мазками, живописными средствами, а также это указание на меру и подобие съявленного образа. И еще добавлю, наверное, уверенную стильную чеканку именно по золотому фону. Казанский образ стал одним из самых воспроизводимых. Заступница, защитница, явившая свои чудеса сразу после обретения. Явленная икона исчезла в 1904 году, была украдена и, по признанию преступников, сожжена, но нельзя сказать, что без следа. Камни с окладу все-таки сохранились. И они после кражи украсили отчасти ту икону, которая сейчас, казанскую, которая сейчас находится в храме на Арском кладбище, храме Ярославских чудотворцев. И много лет остававшийся неузнанным золотой оклад с историей обретения иконы. Это экспонат, по сути своей, да, он здесь находится на временном хранении, потому что он числится в собрании Национального музея Республики Татарстан. Он не числился в описях музея как оклад той самой казанской иконы. Действительно так. Дмитрий Иосифович Хафизов, он просто занимаясь этим делом, изучая, исследовать фотографии, он просто его узнал по фотографии вот этой вот музейной, где там просто было, драгоценно, такое все. Он узнал, да это тот самый. Икону, ставшей главной для Казани, называют новоявленной. Ватиканский список не ватиканский. Икона, после революции, проданная на аукционы, как и множество других реликвий, попала в частную коллекцию, где прославилась своими чудесами. А затем было ее путешествие вокруг света, попытки выкупить для верующих пребывание в португальской Фатиме, одном из мест явления Девы Марии. Затем покои Папы Римского Иоанна Павла II. И вот 20 лет назад вернувшиеся в Россию, а затем восстановленный Казанский собор. Стены собора наполнены людьми с утра и до вечера. Не только верующие, экскурсионные группы везут автобусами. Мы имеем эти свидетельства, когда человек приходит сюда просто из любопытства. Может быть, просто потому, что с экскурсионной группой его сюда привезли. Но раз все пришли, и он пришел, он зашел. Но раз все постояли, он постоял, подошел, а потом что-то произошло. Люди, не каждый, наверное, не каждый, но очень многие выходят из дверей этого собора уже другими людьми. И в каком-то смысле чудо, потому что чудо это не только тогда, когда человек, который не мог ходить, начал ходить. Это явное чудо. А сколько таких неявных чудес, когда меняется жизнь человека, когда он становится другим, когда в нем совершается покаяние, преображение его жизни. Список, который датирует не позднее начала XVIII века, которому идут поклониться, расположен справа от алтаря для удобства тех, кто хочет подойти. Стекло никогда не открывают, берегут от воздействия света, влаги, воздуха. Ведь чудо надо уметь хранить, как уметь и принимать сам дар этого чуда. А в то, что история обретений и новообретений Казанской иконы Божьей Матери не завершена, здесь, в Казани, верят и надеются на возвращение первообраза. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Булат Абдульманов. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмысы, в студии Динар Бодрудинов. На предстоящей неделе погода в Татарстане будет формироваться под воздействием циклона. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана температура в понедельник составит около 25 градусов. Затем опустится до 19-20. В воскресенье чуть повысится до 22. Что касается осадков, то они ожидаются на протяжении всей недели. Температура ночью сначала 17-18, затем 13-15 градусов. На юго-востоке, по предварительным данным, тоже всю неделю будет идти дождь. Теплее всего будет в понедельник, до 25. Самый прохладный день – среда, будет плюс 18 градусов. Ночью температура опустится с 16-17 до 12-14 градусов.
В центре республики будет на пару градусов теплее. В понедельник плюс 26, дальше в среднем плюс 22-23. Ночью сначала 15-16, затем 12-14. Осадки обещают все 7 дней недели. На юго-западе Татарстана температура воздуха будет довольно устойчивой. Днем около 22-23, ночью около 13 градусов тепла. Во всех районах синоптики прогнозируют дождь. На северо-западе республики и в столице Татарстана тоже будет дождливо всю неделю. Температура днем сначала составит 24 градуса, затем 21-23. Ночью в начале недели 17-18, затем 13-15 градусов. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Пусть пасмурная погода не испортит вам настроение. Всего доброго. Атналарыңыз оңышлы болсын.